Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я продолжу вам рассказывать про платформу ListenUp. Если вы помните, я в предыдущем своем видеоролике рассказывала, что компания ListenUp предлагает моим подписчикам про-версию данной платформы. Как вы помните, я ранее рассказывала, что менеджеры компании связались со мной, они увидели мои видеоролики, где я делюсь видеоуроком, обзором, да, как пользоваться платформой ListenUp, и предложили именно для моих подписчиков 3 месяца бесплатного использования, то есть поделились ваучером, чтобы мы могли использовать и дополнительные возможности платформы ListenUp. Что такое, что означает дополнительные возможности, что у нас появилось нового, да? Давайте разберем, что такое ListenUp и как им пользоваться. У меня есть на моем канале видеоролик, где я подробнее описываю и рассказываю про платформу, как пользоваться, как создавать уроки, как пользоваться платформой во время онлайн обучения, во время оффлайн обучения, какие существуют здесь оригинальные, необычные формы подачи информации, да, то есть карты майндмап, да, все-все-все, все эти возможности я рассказывала в своем предыдущем видео. А, Сегодня я буду говорить уже о новых возможностях платформы ListenUp. Как вы видите, я уже воспользовалась ваучером, зашла под ним, да, и вот здесь у меня появилась корона, то есть это уже про-версия, где я могу посмотреть дополнительные возможности платформы LSNAP. Какие же возможности, да? Здесь у нас появилась новая такая вкладка Channels, yeah, каналы, получается. И здесь есть вот такие вот материалы. Давайте мы переведем страницу на русский язык, чтобы было более-менее понятно. Каналы Волосына предлагают полные уроки и планы уроков, готовые к использованию или настраиваемые в соответствии с вашим стилем преподавания. То есть какие-то готовые материалы, есть уже готовые а, методы обучения, шаблоны и дизайн для вдохновения, да. Академия Lesson вот такие есть каналы, Национальный музей, История США, Морской конек, вот такие вот новые каналы появились, и как раз-таки у нас есть доступ к этим каналам. И сегодня мы будем рассматривать первый канал «Урок вдохновения». Давайте начнем и перейдем на данный канал. Здесь, как вы видите, есть несколько вкладок, то есть есть вкладка «Методы обучения», «Геймификация», «Шаблоны и дизайны», да, уже готовые, «Содержание учебной программы» и касательно оценивания, да, особенности оценки. Что такое ListenUp? ListenUp это универсальный набор инструментов для нас, для учителей, который позволяет создавать полные уроки, да, использовать, редактировать, да, там, дорабатывать через определенное время, допустим, да, создано для другими учителями, а также проводить интерактивные уроки в классе или удаленно, да. То есть это экономит ваше время, можно повысить вовлеченность учащихся, да, и, соответственно, отслеживать прогресс учащихся с помощью безопасной централизованной онлайн-платформы обучения. Теперь давайте перейдем уже к новым методам обучения. Так, метод обучения 70 уроков. Так, вот здесь оно идет одно за другим, а здесь оно идет как бы а, а, по вкладкам, да? Так,
Переходим во вкладку «Методы обучения». Здесь первый у нас идет 12 методов обучения для применения принципов обучения Розеншайна. Давайте посмотрим именно вот эти методы. Первый метод – это техника обучения мозговой штурм. Второй метод у нас увеличение масштаба. Третье – интерактивные изображения. Очень интересно. Техника обучения сортировка стопок. Очень такие интересные методы. Будем каждый по отдельности будем рассматривать. Мне самой уже интересно посмотреть, как можно использовать эти методы, да, такие новые, свежие, да, нигде не использованные такие супер методы. Вот здесь можно посмотреть, когда был создан данный метод. Вот март 2023 года, да, год назад создали данный урок. Это чуть еще старее, да. Вот это вот тоже 6 слайдов. Март 2023 года. То есть в основном материалы были созданы в марте 2023 года. Я думаю, тоже сейчас они актуальны. Каждый для себя, я думаю, найдет что-то для себя, да, для своего предмета. Самое главное понять суть этих техник и использовать на свое усмотрение, включая свое как бы воображение, да. Давайте посмотрим, что такое техника мозговой штурм, ABC. Здесь нам дается уже готовый шаблон, да, вот первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой слайды, вот как они выглядят, и инструкция. В этом упражнении учащиеся активируют свои предварительные знания, используя формат ABC. То есть учащиеся индивидуально или в парах, или в группах, или по 3 человека должны попытаться придумать слово или короткую фразу для каждой буквы алфавита, связанной с новой темой. То есть мы не просто говорим про новую тему, а, обучающиеся сами должны найти, придумать как бы по этим словам определить новую тему. Для этой цели они могут использовать форму ABC Brainstorm в приложении. Для такой темы, например, как Вторая мировая война, ответы могут выглядеть следующим образом. Союзники для буквы A, день D для буквы D, G для термина союзники на голландском языке и так далее. То есть уже здесь он, получается, у нас translate идет, да, и в переводе это слово может быть, ну, как бы с другой буквы, да, поэтому здесь уже вы будете смотреть сами, да, главное понять суть. Вы будете использовать это упражнение, поскольку оно предполагает активацию предшествующих знаний в начале темы. Вы можете предложить учащимся выполнять это самостоятельно в парах или в группах по 3 человека. Кроме того, у вас есть возможность дифференцировать, требуя от учащихся придумывать слово не для каждой буквы, а, например, для каждого блока букв. То есть вот такая вот интересная техника мозговой штурм ABC. Так, следующая техника у нас называется техника обучения увеличения масштаба. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Вот смотрите, название говорит само за себя, да, то есть здесь посмотрим инструкцию. Благодаря этой методике обучения увеличения масштаба учащиеся могут сосредоточиться на деталях и сделать выводы. Каждый раз учащимся предлагают небольшие увеличения более крупной картины, одну за другой, как кусочки головоломки. Инструкция.
То есть начнем с выбора идеального изображения. Его вставляем на урок в Snap или там где-то, где вы будете использовать его, да. После того, как вы решили, какие разделы вы хотите показать своим ученикам и в каком порядке используется черный заполнитель, то есть компонент символ. То есть здесь конкретно описывается уже на уроке Snap. Выбирайте компонент символ и используйте черный заполнитель, чтобы стереть разделы, которые вы хотите скрыть один за другим. Продолжайте скрывать части изображения с помощью черной заливки, слайд за слайдом, пока экран не станет черным. То есть полностью, когда вот покроете изображение, и исходное изображение не перестанет быть видимым, то есть полностью черным, когда будет, вы должны показать учащимся с последнего слайда, да, то есть с черного, и будете возвращаться назад. Вот первый слайд черный, потом идет какой-то фрагмент, да, давайте посмотрим в этом варианте. Черный слайд и какой-то, что ты видишь, что ты заметил. То есть ребенок, то есть ученик, он будет будет сосредотачиваться именно на каких-то деталях. Что ты заметил, что дала новая информация. А, Фрагмент уже увеличивается, да? То есть масштаб увеличивается. Вот смотрите, вот таким вот образом, пока полная картина не раскроется, ребенок будет э, сосредотачиваться именно на деталях. Вот такая вот интересная техника обучения. Дальше уже на свое усмотрение, да, вы уже, главное, поняли суть, и дальше на свое усмотрение будете использовать данный метод. Не забудьте подписаться на мой канал, не забудьте поставить лайки, вам это не сложно, а мне очень приятно и дает мне мотивацию дальше записывать такие ролики, объяснять вам такие новые техники. А, Ожидайте новые видео. В следующем видео буду описывать новые техники и новые методы обучения. Спасибо за внимание.